Уважаемые телезрители, радиослушатели, в эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Айдын Николай Слепцов и Мария Новгородова. 24 июля 2024 года по программе устранения цифрового неравенства исполнилось 10 лет. За это время по всей стране была проведена связь и подключен интернет к сотням тысяч малонаселенных пунктов по всей стране. О том, как программа реализуется в Якутии, а также какие районы получают услуги связи, какие проекты совместно с правительством реализуются в регионе компании «Ростелеком», мы поговорим с нашим гостем, заместителя директора филиала «Саха-Телеком» Алексеем Владимировичем Григорьевым. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Владимирович, давайте сейчас просто нашим телезрителям, радиослушателям на простом языке объясним, что такое устранение цифрового неравенства. Проект устранения цифрового неравенства – это федеральный проект, который призван обеспечить связью населенные пункты нашей страны. Причем УЦН делится на две программы. Это просто УЦН. Это в периметр этой программы попадают населенные пункты с населением от 250 до 500 человек. Есть еще УЦН 2.0. Это проект, по которому в пул населенных пунктов попадают те населенные пункты от 100 до 500 человек проживает. Малонаселенные. Да. Ну и уже в продолжении нашего разговора мы устранение цифрового неравенства будем говорить аббревиатурой УЦН, да? Так было бы нам проще. И первый вопрос. Как в целом реализуется программа УЦН в Якутии и что удалось сделать вообще в целом за время ее существования? За всю историю данного проекта на всей территории Якутии было проложено свыше 1000 километров волоконно-оптических линий связи, было построено 122 точки доступа Wi-Fi и установлено 28 базовых станций сотовой связи. И почему сегодня программа УЦН, просто УЦН и УЦН 2.0? Как я ранее уже говорил, то, что первоначальный формат проекта предусматривал населенные пункты от 250 человек, а УЦН 2.0 уже охватывает более широкий спектр от 100 и выше, от 100 до 500. Соответственно, в рамках проекта УЦН 2.0 появилась возможность подключить еще более небольшие населенные пункты, малые населенные пункты. Да. Но сейчас у нас в Якутии проходит практически активная фаза, да, развития этой программы устранения цифрового неравенства. И сейчас эти точки, 1000 километров, есть ли в них арктический район? В периметр проекта УЦН попадают населенные пункты, которые находятся на расстоянии не более 70 километров. Если расстояние от ближайшей точки подключения свыше 70, то такие населенные пункты подключаются по спутниковой связи. И так недавно совсем, завершилось голосование. На 25-й год. На 2025 год. И кто счастливчик, какой район, какой населенный пункт, и как скоро они будут уже иметь эту связь? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Могу отметить самые активные районы. Это Верхоянский, Среднеколымский, Момский, Абыйский и другие населенные. Это севера. Да? Но официальные итоги будут объявлены в конце декабря. Это объявит наше Министерство инноваций и цифрового развития Республики Саха-Якутия. И вообще, а как вы считаете, какие программы и где вообще жители сами решают, где быть тому или иному благу? Например, проект «Комфортная городская среда» реализуется по такому же принципу, более востребованы. И насколько население региона активно включается в голосование по устранению цифрового неравенства, на ваш взгляд? Я наблюдал, как проходило голосование в этом году. Наверняка вы тоже обращали внимание в статусах в WhatsApp. Люди призывали голосовать за тот или иной населенный пункт. В этом и прелесть голосования, когда любой человек может проголосовать за любой населенный пункт. Кроме того, можно было голосовать и по почте, по аналоговой почте. Это отвечая на вопрос, если там как голосовать, если там нету связи, да. Да, опять же. Да. Поэтому было бы желание. Да, и, как мы видим, как я отметил,
особо отличились северные районы. Ну да, конечно, сейчас там Да. у них в любом случае в приоритете, да, вот это, потому что центральные районы, южные районы более-менее ухвачены уже связи. Ну да, да. Ага. Ну, возвращаясь к вашему вопросу по поводу голосования, я считаю, что голосование показывает заинтересованность жителей в том или ином проекте. И это можно применять как некую обратную связь для органов государственной власти для принятия решений. Мгм. Там голосование же можно устроить и на обустройство парка, там, и так далее, и на организацию сотовой связи, там, магистральной волны, или же Мгм. строительство оптических сетей внутри населенного пункта, Мгм. освещение тоже, да. То есть это такой хороший инструмент. Ну, в любом случае, первостепенно, конечно, остается то, что оно на качество жизни влияет людей, да, Конечно, да. улучшает их, вот, это вот практически трудовые будни, да. И Да. следующий вопрос. А вот кроме вот этого вот программы устранения цифрового неравенства, какие программы существуют по вашей линии, какие проекты реализуются? По части федеральных проектов хочу отметить это видеонаблюдение во время единого госэкзамена по всей стране. Хочу отметить, что Ростелеком — это компания с госучастием. Соответственно, государство доверяет нашей компании такие крупные проекты, как ЕГЭ, как выборы разного уровня, да, там выборы главы, президента, Илтумен, Госдума. Вот, ну, из таких федеральных проектов вот эти вот два И проекта. практически за всем этим ответственны по вот этому вот цифровому, по цифровой части команда Ростелекома. Да, да. Мгм. Ну а вот эти вот, давайте к ЕГЭ вернемся. Давайте. Охвачены практически все районы республики. Да. Обеспечиваете вот это вот. Обеспечиваем связь и видеонаблюдение. Ну, это вот федеральные требования Да, обязательные. да. Чем вы можете похвастаться уже по итогам, скажем, итоги подводить, наверное, уже пора, да? Буквально у нас там месяц остался до конца 2024 года в части подключения якутян к интернету. И думаю, что уже можно будет потихонечку подводить итоги работы. И давайте поговорим подробнее по районам. Начнем, знаете, с центральной части Якутии, а затем перейдем к южной и уже на арктические районы. В этом году мы построили оптическую линию на участке Накын, Эик и Верхняя Амуна. Это Оленёкский и частично Нюрбинский район. Это совместный проект с компанией «Алроса». Это обеспечение связи на их месторождении и в селе Эик Оленёкского района. Да. Ну, кроме того, мы запустили базовую станцию стандарта LTE или же 4G в селе Чукурдах. Снова арктический район. Снова арктический район, и это наш такой пилотный проект, который мы бы хотели в последующем транслировать по другим населенным пунктам на северах. Мы уже видим сейчас, получаем обратную связь от жителей Чукурдаха. Мы туда организовали спутниковую связь, достаточно там широкий магистральный канал, и люди могут смотреть видеоконтент, пользоваться WhatsApp. То есть до того момента такой возможности у жителей Чукурдаха не было? Была, но скорость интернета была очень-очень медленная. Да. Сейчас они практически как на нашу, да, скорость. Ну, не совсем как у нас в городе, но все равно это небо и земля между тем, что было и тем, что сейчас. Вот по Чукурдаху еще мне вот что за пилотный проект, очень интересно, потому что вы сказали, отметили то, что вы собираете еще и на другие северные районы его распространения. Что за пилотный проект, что он включает в себя? У нас сейчас на северах организована связь посредством проводов. По опорам связи идут провода до квартиры, до дома, до организации. Есть определенные проблемы с обслуживанием этих опор, линий связи, то, что они с каждым годом становятся все старее и старее. Соответственно, это целая задача для нас поменять опоры в Чукурдахе, например, там, доставить эти опоры. Конечно. Там найти спецтехнику у людей, это, такая... И расходы большие, соответственно, и климатические условия, да, у них там? Да,
А какая наша конечная задача и цель? Это обеспечить людей связью. Сотовая связь тоже связь. Да, тоже связь. Но тут без проводов, ну и, соответственно, мы можем отойти от старой технологии, это опоры, это линии связи. То есть мы решаем две задачи. То есть и сейчас сотовая связь, стандарт LTE позволяет, хорошей скорости позволяет доводить до абонента. Вот вы же на телефоне смотрите там контент, видеоконтент, да? Обязательно. Вот, да. И такая же возможность сейчас появилась и в Чукурдахе. Вот мы бы хотели эту историю развивать и дальше по другим районам. Посмотрим, как. Время покажет, да, опять время же, да? покажет, ага. Пока апробация, а потом уже распространение, соответственно. Да. Я думаю, что там более чем оптимистичные прогнозы, и ваш проект уже распространится на другие северные районы. Что касаемо ВОЛС, у меня вопрос стоит. Какие задачи стояли на 2024 год и чего удалось достичь, а также хочется услышать о планах на 2025, потому что мы везде сейчас слышим ВОЛС, от которого, опять же, да, качество жизни людей улучшается, и вот эти вот километры, тысячи проводятся в ВОЛС, практически у нас идет сейчас на севере, я так понимаю. Да, все верно. В 2024 году про ВОЛС я вам уже ранее рассказал. По планам на 2025 год мы планируем строительство ВОЛС в сторону поселка Зарянка, поселка Солнечный, и планируем построить ВОЛС до села Бердигостях и далее до села Артасурт. Для чего? Для того, чтобы организовать резервирование канала связи в Вилюйской и арктической группе ЛУСов. Потому что мы получаем обратную связь от жителей, то, что там иногда бывает, особенно в вечернее время отмечается перегрузка канала. Соответственно, сбои или вообще? Не сбои, а замедление интернета. И мы приняли решение решить эту проблему и таким образом стабилизируем эту ситуацию. Стабилизируете. Да. Хорошо. И учитывая то, что я всегда говорю, я всегда отмечаю, что Якутия, он такой специфический район. У нас огромное расстояние. Это у нас 1000 километров между районами, сотни километров даже внутри самого района между населенными пунктами. И какие сложности вы в основном по линии Ростелекома встречаете у нас уже на нашей территории в Якутии? Мы строили по всей Якутии. Самая наша дальняя точка была это село Юрюнхая Анабарского района. Каждый проект, каждая стройка — это уникальный проект по-своему, да, потому что везде разные условия логистики. Где-то там только по зимнику проедешь, где-то по реке можно там доехать, либо только авиадоставка. И каждый проект просчитывается индивидуально, чтобы оптимизировать затраты на строительство, там, предусмотреть завоз материалов, завоз спецтехники, бригады, ну и смотреть климатические условия. У нас же два способа прокладки ВОЛС: это с установкой опор, либо же укладка кабеля в грунт. Если же укладка кабеля в грунт, то у нас оттайка грунта начинается где-то с середины июля. То есть раньше нет смысла прокладывать, потому что там грунт не настолько оттаивает, чтобы можно было бы на определенную глубину закопать кабель. И тут вопрос у меня сразу же: на какой глубине вы закапываете кабель? 60-70 сантиметров. Соответственно, вы до июля ждете, когда начинается оттайка. Да, по поводу глубины, это мы заказывали проект в Институте мирзатоведения республиканской, и они, у них есть база данных по грунтам на всей территории Якутии, и они дают рекомендации. Вот тут там суглинок, например, там песчаник, и дают рекомендации по закопке кабеля, чтобы его там не рвало, чтобы надежно лежал кабель. Вот. А вторая технология — это прокладка кабеля по опорам связи. Опоры можно устанавливать, с весны можно начинать устанавливать. Тут уже зависит от
спецтехники. Тут уже насколько будет позволять гидравлика. Потому что при морозе минус 40 градусов гидравлика вся не работает и невозможно выполнять работы. То есть каждый проект очень индивидуален. Но тем не менее ведется масштабная работа у нас на территории Якутии, хочется отметить, да, и за каждым проектом практически стоит вообще отдельная команда Ростелекома, да. Это, опять же, пояснить нашим телезрителям и радиослушателям, что это не просто так взяли, поехали, давайте там протянем, тут протянем. Это, соответственно, работа целой команды с изучением института мерзлотоведения, чтобы изучить там, какой грунт стоит и в какой момент уже нужно будет выкапывать, чтобы, если идет кабель по земле. Да. Производится предварительное обследование выезда на трассу, потому что по картам там одни данные, по факту там, возможно, какие-то нюансы. Поэтому обязательно мы едем на трассу, смотрим, обследуем. Вообще доскональное изучение идет. Да, потому что цена ошибки может быть очень дорогой. Поэтому лучше изначально это все предусмотреть. И тут же прям вопрос не буду задавать, ладно, пойдем уже подготовлены. Вот какие населенные пункты были подключены, вот я могу неправильно сейчас... Джипон. Да. Джипон называется. Ага. Вот это очень удобная технология, которая подключает интернет, домашний телефон и телевидение через один кабель. Вот это вот что за система? Технология Джипон — это оптическая сеть передачи данных, когда до абонента, до нашего клиента заводится в квартиру либо в дом оптический кабель. Что это позволяет? Это, я считаю, что это очень перспективная технология. Сейчас у нас скорости в городе там 100, 200 там, и так далее мегабит. С изменением потребностей и запроса от пользователей путем замены оборудования, которое стоит у абонента, можно эту скорость поменять до гигабита, там, до 2 гигабит. То есть инфраструктура уже позволяет по оптическому кабелю передавать любой поток информации с любой скоростью. Тогда почему вот такие вот... А какие у нас сейчас пока, вот, опять же, какие населенные пункты подключены, и почему я, вот как простой потребитель, могу прийти к вам, Ростелеком, и сказать, а давайте я выберу Джипон? У меня такая есть возможность прийти? Хорошо, давайте все по порядку. В этом году у нас в планах подключение сети Джипон в 14 населенных пунктах. Это преимущественно. Я могу обозначить, да? Сунтарский район — это село Маркёль. Мы там охватили частный сектор, проложили сети внутри села. Мегино-Кангаласский улус, село Майя, территория частного сектора, микрорайон, гимназическая. Далее это Усть-Алданский район, село Хамустах, село Тулуна, село Хамустах Батагайского наслега. Это все частный сектор. Алекминский улус, село Марха, село Хоринцы. В Вилюйском районе подключили село Тербяс. В Верхневилюйском районе подключили село Кюль, Хамустах, Балаганах, Харьялах и Тамалакан. Это все территория частного сектора. И, кроме того, сейчас мы на стадии завершения строительства сети в микрорайоне Белое озеро в городе Якутске. Там будет обеспечен охват порядка 1500 домохозяйств. Ну и мой второй, я как потребитель здесь, в городе Якутске, нахожусь, живу. Еще, да, помимо частного сектора, мы также подключаем оптику в многоквартирных домах, в новостройках в первую очередь. Да, вот вы обратили внимание, наверное, в городе у нас в последнее время очень много активно застраивается город. И по городу Якутска у нас также обеспечено строительство по технологии Джипон. Это очень удобно. Вот я сейчас просто как потребитель сидела, послушала про эту систему и подумала, я тогда понимаю, что я уже во вторичке. Во вторичке, смотря... Какого года постройка, да. Потому что данную технологию мы начали строить с 2010 года. Ага, хорошо. Об этом мы поподробнее поговорим в нашей во второй части. Пока перейдем на рекламу.
Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу с заместителем директора филиала Сахателеком Алексеем Владимировичем Григорьевым. У меня вопрос по поломкам. Как вы получаете сигнал, что вот на таком-то, таком-то километре, допустим, да, произошла поломка? Каким образом вы вообще, вся эта система восстанавливается? Сперва, конечно, как вы ее узнаете? У нас есть централизованный центр управления и мониторинга сети, который работает в круглосуточном режиме. И туда стекается вся информация по работоспособности сети, и в том числе по поломкам. В режиме онлайн приходит сигнал о том, что, допустим, на участке Якутск-Покровск произошел обрыв кабеля, и система позволяет указать расстояние от точки подключения, от ближайшей, от города Якутска там, в сторону Покровска, допустим, там 23 километра. Эта информация оперативно передается в ближайший сервисный центр, откуда выезжает ремонтная бригада для устранения обрыва. Вы, наверное, анализы проводите в какое время? Я так думаю, скорее всего, зимой, да? В основном у нас поломки происходят. По-разному. По-разному. А больше всего... Могу отметить весенний период. Было несколько случаев, когда во время охоты, начала охоты, начинают стрелять по кабелю, по муфтам, есть такой, там, муфта — это такая черная такая штука, такая продолговатая, и отличная цель. Они думают, что утка или гусь сидит. Или специально, да? Не буду утверждать, как там на самом деле было. Вот весной бывают такие случаи. Бывает много случаев, когда рвут наш оптический кабель спецтехникой. Это, допустим, очень часто самосвал выгружает песок там возле дороги и с открытым шкафом продолжает движение и тем самым рвет наш кабель. Якутскэнерго тоже от этого страдает очень сильно, от внешнего вмешательства большегрузных машин. Да. Поэтому, пользуясь случаем, уважаемые дорожники, кто работает со спецтехникой, будьте внимательны, осмотрительные. Не оставлять людей без связи, без света. Призываем всех. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о резервировании и какие планы по работе ведутся по этой части. Слышала, что возможна реализация проекта совместно с Магаданской областью. У вас еще намечается. До города Якутска у нас есть взаимное резервирование с компанией ТТК. По поводу Магаданской области, есть такой проект. Мы планируем организовать резерв до Магадана через поселок Уснера. Этот проект позволит резервировать интернет как в Магадан, так и в Якутию со стороны Магадана. В Магадан на данный момент оптика приходит по дну моря. То есть с правой стороны, а тут мы с левой стороны Якутска должны прийти в Магадан, чтобы организовать некое кольцо для того, чтобы была обеспечена непрерывная связь. То есть, если оборвется там с этой стороны, то связь мы оперативно переключаем со стороны Якутии. Либо наоборот. Тогда получается практически круговой уже такой. Да. И это все делается бесшовно, чтобы наши пользователи не оставались без связи. Чтобы оставались на связи все время. Не так давно в Якутске состоялся федеральный форум цифровой алмазы. Расскажите нам, пожалуйста, об итогах, каких успехов в переговорах удалось достичь и какие проекты представил Сахателеком. На форуме «Цифровой алмаз» мы участвуем уже в 3-й раз. Первые 2 года мы были как партнер. В этом году мы выступили уже как генеральный партнер, потому что мы видим, что это очень хорошая площадка для того, чтобы презентовать наши продукты, наши решения нашим партнерам, клиентам на территории республики. И кроме того, это же федеральный форум. Сюда приезжают гости из других регионов. То есть это, я считаю, это хорошее мероприятие. Мы также будем поддерживать этот форум и в последующем. В этом году мы показали проекты
по теме цифровизации ЖКХ. Да. Показали проект цифровизации котельных. Это когда автоматизируется котельная, когда устанавливаются датчики для того, чтобы можно было бы удаленно управлять всеми параметрами котельных, там, управлять температурой, сокращать расходы, ну и смотреть аварийные ситуации. Кроме того, мы показали проект «Цифровой двойник МКД». МКД – многоквартирный жилой дом. Это цифровой двойник многоквартирного дома, в который заносится цифровой паспорт этого дома. То есть мы обследуем дома, там смотрим фундамент, смотрим перекрытие, ну, то есть такие технические параметры. Это все заносится, проценты износа, там тепловизором смотрим здание, ну, чтобы была объективная картинка в части ранжирования по степени износа МКД. Очень актуальная тема сейчас, да. Да, ну это такой целевой продукт для фонда капремонта. Да, они же... Больше им. Да, больше им, но более того, этот продукт мог бы быть интересен также муниципалитетам, допустим, на обследование школ, детских садов, чтобы тоже была объективная картинка по ранжированию необходимости проведения капитального ремонта того или иного там объекта, да. И, кстати говоря, глава республики Арсений Сергеевич обратил внимание на данный продукт, и глава города Якутска тоже обратил внимание, Евгений Николаевич. Поэтому мы считаем, что этот форум для нас прошел продуктивно. И будущее за этими проектами точно есть. Да, да. Мы же смотрим по степени полезности продукта. Ну, я вот в этом вижу пользу для нашего региона. То, что на ЖКХ большие затраты у нас в целом по республике, да, и это один из инструментов для сокращения этих затрат. А какие другие регионы, там, это федеральный же проект, мероприятие, и какие другие регионы, может, заинтересовались вашими проектами? Мы данное решение показывали по примеру Сахалинской области. Мы там это уже реализовали. То есть мы показывали уже на готовом примере. Да, на Дальнем Востоке это уже реализовано. Да, и на других форумах, вот коллеги, которые прилетали презентовать этот продукт, они отмечали, что по всей стране очень большой интерес к этому продукту, потому что, ну, это по всей стране такая проблема, ну, не то что проблема, а необходимость там, производить капремонт зданий, да, МКД. В частности. Самые лучшие проекты рождаются в Якутии. Я очень уверена, и мне кажется, да, очень прекрасное будущее ждет эти проекты. А вы сами какое-нибудь соглашение подписали с кем-нибудь, с какими-то компаниями? У нас есть партнеры, с которыми мы идем в эти проекты. Соглашение с республикой мы в этом году не подписывали. Мы в том году подписали соглашение с правительством республики о сотрудничестве в сфере цифровизация ЖКХ. Вот в том году мы подписали, вот, кстати, на цифровом алмазе подписали в том году соглашение, и вот за год мы достигли вот таких определенных результатов, которые мы хотим уже в следующем году довести до реальных реализованных проектов. И вот цифровой алмаз, да, дает такие возможности. Да, да. И вы практически тогда уже на 4-й форум, да? Придете уже с проектом, который вы реализуете, или 3-й? В этом году был 3-й. В этом, тогда да. Вот. Сейчас вот какие планы у вас стоят по реализации цифровых прикладных проектов в регионе? И, насколько я понимаю, Ростелеком — это далеко не только же интернет. Да, Ростелеком на данный момент это не просто оператор связи, который обеспечивает интернет, телефон, там, телевидение. Помимо этого у нас очень много проектов, которые призваны оцифровать разные сферы народного хозяйства, да. Например, в городе Якутске мы в том году внедрили интеллектуальную платформу видеонаблюдения,
платформа называется Netris. Такая же платформа установлена в Москве, в Санкт-Петербурге и других крупных городах. Мы эту платформу протестировали в этом году во время проведения игр «Дети Азии». Поставили видеокамеры. Система позволяет распознавать лица. Да. Ну и для того, чтобы можно было бы оперативно проводить какие-то оперативные мероприятия органами внутренних дел. Да. Будет очень удобно, мне кажется, очень эффективно использовать эту систему. Да, это как в фильмах. Максимально эффективно. Да, в режиме онлайн это все можно наблюдать и там, принимать оперативные меры, да, и действия. Я очень, знаете, чему удивилась, что госуслуги являются произведением Ростелекома. Большой и важный проект, который помогает всем нам практически каждый день. Мы госуслуги, дня не проходит, наверное. Мы все открываем, все пользуемся. И насколько цифра плотно вошла в компанию. Да, как я уже ранее говорил, Ростелеком — это компания с госучастием. Соответственно, Ростелеком является единственным исполнителем по проекту госуслуги. И с каждым годом оно развивается, все больше услуг добавляется на эту платформу. То есть, в этом плане Россия далеко ушла, даже по мировым меркам. Сейчас у нас существует проблема, возникла проблема из-за телефонных мошенников. У нас двухфакторная аутентификация сейчас появилась в госуслугах. Вот разъясните нам, пожалуйста, про эту двухфакторную аутентификацию, чтобы было нам удобно защитить практически наши личные данные. Двухфакторная идентификация, она призвана для того, чтобы точно убедиться, что это вы заходите на госуслуги, потому что могут пароль взломать. Вот, кстати говоря, совет по паролям, да, надо, чтобы пароль содержал и символы, и цифры, и знаки препинания. Такие пароли сложно взламываются. Надо запомнить это. Да. И второй фактор аутентификации — это СМС-сообщение. Да, когда вы вводите код, после того, как вы ввели пароль, надо еще ввести код из СМС. Который приходит на номер телефона. Да. И вообще в целом по кибербезопасности это, да, действительно сейчас сегодня такая актуальная тема, да. Поэтому тут могу посоветовать, про пароль я уже сказал. Далее надо обновлять антивирусы, обновление операционной системы надо проводить, чтобы там закрывались баги, которые в самой операционной системе существуют, да. И не брать там незнакомые номера. Да, и не нажимать ни на какие ссылки, но уж признаем, мошенники добрались до госуслуг. Да, и они их взламывают вообще так спокойно. И вот эту вот аутентификацию двухфакторную обязательно нужно установить. Да. Кстати говоря, у нас на работе недавно проходили учения. Ко мне на почту пришел запрос от коллеги. Да, А я не знал про это, то, что у нас учения идут. Там было написано: дорогой коллега, просим, мы тут ежегодно обновляем данные личные, пройдите, пожалуйста, по ссылке, приложите туда скан паспорта, там ИНН. Я смотрю, там какая-то ссылка какая-то. От коллеги? Да, странная. Смотрю отправителя, смотрю в справочнике, у нас нету такой коллеги. Как оказалось, да? Да, то есть сразу, будьте бдительны, смотрите на подозрительные ссылки, не переходите по ним, не скачивайте файлы по этим ссылкам непроверенным, потому что могут быть зараженные файлы. И не только зараженные файлы, но они практически устанавливают через эти ссылки приложения на наши личные телефоны. Да. Поэтому будьте бдительны, проявляйте максимальное с осторожностью, да.
Давайте поговорим про цифровую вот гигиену и безопасность. Мы это уже отметили, предупредили наших радиослушателей и телезрителей. И по Ростелекому есть какая-либо защищенность вот наших цифровых площадок? У Ростелекома есть дочерняя компания, называется РТК Солар. РТК Солар. Да, дочерняя компания, которая занимается именно кибербезопасностью. Компания защищает госкомпании, крупные компании, причем это вот на цифровой алмаз, кстати, прилетали коллеги из Солара. Там прямо рассказывают такие детективные истории. Целые расследования. Да, как они вычисляли, скажем так, кибермошенников, которые внедрялись в компанию. Прям годами там они туда внедрялись в компанию. Да. И они прям тоже не афишируя внедрялись в эту компанию. Никто не знал. Троянский конь. Да. И тоже там в течение полгода вычисляли этих кибермошенников. Там прямо это... Расскажешь, не поверят. Детективная история просто. Расскажите, пожалуйста, применение современных технологий вот в части строительства. Сейчас очень актуально у нас умные дома. И вот у нас прям практика это пользуется или какой-нибудь там успехом умных дома? Да, у нас есть продукт Ростелеком Ключ. Это по этому проекту мы ставим датчики телеметрии, то есть в режиме онлайн снимаем показания датчиков с показания счетчиков, электросчетчики, водосчетчики, для того, чтобы в режиме онлайн управляющая компания могла видеть, у кого какие там показания. И это тоже часть цифровизации, да? Да. А я не думала, что это, оказывается, Ростелекомовская, опять же, разработка. Про это нужно говорить, конечно, очень активно. Да, будем говорить. Это у нас, данная технология у нас применяется в новостройках преимущественно. Вот. И вот у нас буквально осталось полминуты до окончания нашего эфира. 40 минут вот так пролетели незаметно. Так быстро. Да, у нас еще остались вопросы, к сожалению, но мы перейдем к завершению нашей программы. Алексей Владимирович, огромное спасибо, что вы пришли и рассказали нам, и раскрыли нам секреты. Спасибо, что пригласили. Мне очень понравилось. Спасибо.